Тема очень большая, такая интересная. Как раз весна, и я решила вегетативный код провести эту лекцию вот как раз весной, да, последнюю нашу встречу перед каникулами. Он очень большой. Не удивляйтесь, почему такие растения выбраны. Конечно же, я в первую очередь руководствовалась тем, что эти растения так или иначе как-то себя показали в удмуртской лингвокультуре. В первую очередь в пословицах, поговорках, да, или в каком-то ином виде. Я рассматриваю, значит, группу растений, которые стали прецедентными текстами. Это в первую очередь. Потом, значит, крапиву. Крапиву. Дальше рассматриваю еще как чертополох, потому что он оказался тоже активно включен в образование разных выражений, сравнений, фразеологизмов. И еще одна группа – это ягоды. Ягоды очень часто с ягодами сравнивается красота, девушки, да, и обязательно ягодные вот эти вот сравнения, они включаются вот в эти эпитеты и так далее. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот нужно сказать, что удмуртский народ – это народ, который живет в природе, да, это ландшафтный народ, поэтому все, что его окружает, оказывает на него очень большое действие, да. И от природы, естественно, зависела напрямую жизнь человека. Природно-климатические, географические и ландшафтные особенности на крае, где происходит этногенез народа, все это повлияло на мировоззрение, мифологию народа, да, на язык как форму кодирования окружающей действительности, формы начальных образов, архетипов, которые определены учеными как первообраз, изначальная модель мировосприятия, укорененная в коллективном бессознании человечества и нации. Далее. Вот посмотрите, если мы говорим о растительном коде, да, то он составляет очень большую часть народно-поэтического мировоззрения народа, да, и его творчестве. Он обнаруживается на разных уровнях, и в ритуалах, и например, в ритуально-магических символах, например, в одежде, в текстах, в семейных знаках, пусах и так далее, в декоративно-прикладном искусстве, например, резьба по дереву или вышивка, да, это отдельная вообще такая вот тема. Для меня она, конечно, совершенно новая. Я пока многие вот эти символы не понимаю, и, к сожалению, другие ученые, которые непосредственно занимаются вот качеством или костюмом народным, они не все расшифровывают. Я тоже не могла найти, читая их вот работы, ну, это затруднено. Например, Виноградов пишет, он же дал вот этот вот целый вот список вот этих всех символов, да, но там он тоже затрудняется сказать, а какую функцию несли эти символы, когда их вышивали, например, на одежде или на коврах и так далее. Но в любом случае мы понимаем, что это какие-то обережные знаки. В обрядах, в ритуалах, в знаковой стороне, во всех этих сторонах жизни вот растительный код, конечно же, встречается и имеет большое значение. К сожалению, мы не все можем интерпретировать. Значит, вегетативный код, синонимы – это фитоморфный, фитонимический, растительный. Это все одно и то же, синонимы, да, это универсальный способ кодификации мира. Растительный код является своего рода способом систематизации, упорядочивания и маркирования окружающего мира и его фрагментов. Интерпретация, вот такая вот кодовая интерпретация именно растительных реалий базируется на работах и на идеях Топорова, Цивья и Иванова. Мифопоэтический подход определяется
наличием вот этого растительного кода и дает возможность реконструировать мотивы, сюжеты, архетипическую структуру сознания, описать их с применением основополагающих понятий мифопоэтики, таких как образ, символ, архетип или мифологема. В научной литературе много писалось о символическом значении растительных образов. Ну вот еще мы говорим, вот, ведь эти метафоры растительные, они ведь у нас везде, да, в языке, в любом языке они встречаются. Вот мы когда говорим о процветании, возрождении, плодородии, жизненных силах, увядании, упадке, мы ведь даже не подозреваем, что мы используем вот эту растительную метафору, да, она у нас вот полностью вот в языке. Даже когда мы берем терминологию какую-нибудь, ну, например, даже языкознание, да, то там тоже все, буквально все термины, это метафоры из разных областей, да, нашей жизни. Они так прочно вошли в нашу жизнь, что мы даже обозначаем, например, течение в культуре, периоды в истории цивилизации, как расцвет там, да, и так далее. Ну, это же все метафоры. Где-то растительные, а где-то другие, да, из других областей. Присутствуют во всех культурах растительные образы и, как правило, обладают различной или сходной семантикой, символикой. Это удивительно, вот когда ты думаешь, ага, вот тебе, значит, попалось какое-то выражение на удмуртском языке, и ты хочешь его вот для себя понять, да, а что же там вот в этом заложено. Но язык тебе потом уже, вербальные тексты тебе не дают объяснения, и тебе приходится смотреть это, а как это в других языках, в русском языке, да, как это, например, в языках соседних, наших соседей, коми, башкиры, татар, и начинаешь смотреть. И тогда, естественно, получается так, что там ты находишь ответ на свои вопросы, да, постоянно, поэтому мне приходится обращаться к нашим соседям. Важная роль диких культурных растений в жизни человека способствует мифологизации всего, что с ним связано, да. И все эти образы переносятся чаще всего на человека. Например, тело человека переосмысляется в образах растения. Например, ребенок растет, а будущего ребенка называют плод, да. Человек, например, мы говорим, увядает, да, увядшее лицо даже. Вот посмотрите, везде вот этот вот растительный код, он присутствует. Макро- и микрокосмос наблюдается в некоторых символах, да. Вот, например, старуха с косой, она же жница, собирающая свой урожай и так далее. А у многих народов до сих пор сохранились выражения, в которых можно услышать, и это есть и у нас в удмуртском языке, да, когда детям говорили, что их находили или в цветке, или в капусте и так далее. И когда начинаешь разбирать какие-то детские игры, и ты не понимаешь, почему там вдруг капуста встречается, да? И там не говорится, что там нашли ребенка в капусте. Но через другие образы ты понимаешь, что это тоже из этого же ряда. Или, например, у некоторых существует представление о том, что души предков живут в дереве, ветвях, листьях, цветах и так далее. Ну вот вспомните, что вам говорили родители, как объясняли, где вас нашли. Помните, вам такого не говорили? Ну вот своей я точно говорила, по-другому, да, а вот мне говорили, что меня на ромашке нашли. Вот это я помню. Так что вот это все живет в нашей жизни, да, мы говорим о процветании, возрождении, ну вот это, плодородии, жизненных силах, об увядании, упадке, не подразумевая, что ссылаемся на растительный мир. Так, в сказках и легендах, вспомните, очень часто упоминаются мотивы превращения в растения. Вот в удмуртском языке, в удмуртской культуре я такого не нашла. Единственное, наверное, вот эта отсылка про Италмас, да, вот поэма Италмас, когда
потом она вот превращается в цветок. Это, наверное, ну, практически единственный случай. Потом вот какая-то современный поэт, ну, она неизвестна, вот, но очень любит, видимо, писать, у нее очень хорошая. Она настолько уловила вот этот слог Михаила Петрова, что вот теперь она она просто пишет вот эти поэмы, например, «Зангари». И у нее точно то же самое превращается, что «Зангари» превращается в цветок. Но я вот таких сюжетов в удмуртской мифологии не нашла. Это, наверняка, ну вот, на мой взгляд, один из таких вот, ну, единственных, наверное, примеров. А вот в других языках, в других культурах их очень много, и особенно в тюркской культуре. Вот там читаешь, вот я уже говорила, что я все мифологии прочитала, и я была удивлена, что в тюркских вот, культурах, да, и особенно вот в алтайских языках, там сплошь и рядом какое-то название цветка, обязательно история интересна, что в него превратилась там девушка или юноша, или в славянской культуре, в русском фольклоре. Там очень много тоже таких вот сказок, где объясняется происхождение того или иного растения, да. Или там, например, возникновение растений из крови или из слез человека, божества, мифологического персонажа. Но вот больше всего я нашла, конечно, вот таких вот сюжетов в тюркской культуре. Возможно, концептуальные метафоры, которые представляют человека через растительные номинации. Особый интерес представляет сакральный характер растительного кода и механизм его корреляции с человеком. В процессе исследования фольклорных и художественных текстов обнаруживается также проекция растительного кода на эталонах красоты, закрепленных в сознании. Ну, например, у удмуртов я уже говорила вот уже про ягоды, да, обязательно. Но даже вот, например, характер человека, пушнер котлек, кайбоды, да, вот, ну, вот о том, о чем мы с вами будем сейчас говорить. Или, кроме того, растения могут стать псевдонимами писателей, прецедентными именами, как Ашарчи, Зангари и Талмаз. Здесь я пыталась привлечь, значит, и пословицы, и поговорки, загадки, песни, причитания, сказки, и художественное произведение, вышивку и так далее. Ну вот давайте перейдем к первой подтеме, да, прецедентные имена, фетонимы от диалектных слов до символов Удмуртии. Прецедентные имена, они связаны с известными текстами или ситуацией, которые широко известны носителям языка. Такие имена-символы, как правило, указывают на набор определенных качеств того или иного предмета. Прецедентные феномены в наибольшей степени концентрируют в себе общекультурные знания. Мы об этом вот все знаем. Вербальные или вербализуемые прецеденты актуализируют культурно значимую информацию, необходимую при коммуникативном взаимодействии. Но несмотря на то, что текст сконцентрирован до предельного сжатия, он может быть дешифрован и интерпретирован по-разному. Вот это понимание прецедентного текста, ну вот насколько я помню, оно появилось в связи с тем, что вот в том институте, в котором я училась, где преподавали русский язык как иностранный, нужно было объяснить какую-то вот информацию, да, что такое морозко, например, а вот что такое Василиса, вот, или там Красная плоть. Вот это прецедентные имена, да, но они разные. И нужно было это объяснить. Каждый россиянин знает, что за этим именем скрывается, что оно значит. Да? Определенно этой культурной информацией каждый из нас владеет, потому что мы выросли в этой культуре. А для них это было, а чтобы объяснить иностранцам, это было очень важно, да? Объяснить самую суть вот этих вот вещей, этих понятий. Они широко обсуждаются в разных зарубежных и отечественных работах по этнолингвистике, лингвокультурологии. При коммуникации мы зачастую обращаемся к таким феноменам через связанные с этим текстом символы.
И к прецедентным текстам принято относить произведения художественной литературы, тексты песен, рекламы, известные, да, политические, публицистические тексты и так далее. И, значит, кто занимался этим вопросом? Вот Гудков, к сожалению, вот он в марте вот умер, да, ушел из жизни. Караулов, Костомаров, ну вот практически уже никого из зачинателей нет. А то, что касается, вот мне было интересно рассмотреть вот эти вот фитонимы Ашальчи, Зангари и Талмас именно как прецедентные фитонимы. Ведь это не просто название цветка, а за ними скрывается определенная культурная информация, которая для нас очень значима, да? И, как правило, выяснилось уже в ходе исследования, что все эти слова, они были раньше диалектными словами. Но попав в литературную среду, попав в литературный язык, они закрепились в нем благодаря каким-то вот определенным текстам. Ну вот мы понимаем, да, что диалектные слова очень часто используются в художественном тексте для определенных целей. В культуре Удмуртии имеются флористические названия, которые стали национальными символами и прецедентными именами и несут определенную культурную информацию. И прежде всего это, конечно же, Ашальчи, Зангари и Талмас. Ну и, конечно, самый продуктивный из них, как вы понимаете, получается фитоним и Талмас. И мы с вами сейчас рассмотрим. Это очень, конечно, вот интересное такое явление. Вот посмотрите, Ашальчи. Ашальчи. Ну вот когда вот мы произносим это слово, то наверняка все представляют нашу первую удмуртскую поэтессу Ашальчи Оки, да? Потому что у многих из нас уже, особенно у молодого поколения, вообще нет никаких ассоциаций вот с этой травой. Правильно? Ну вот вообще нет. Вот алмашцы чуть ниже я вам покажу, что они имеют в виду. И я никогда не думала, что возникнут какие-то проблемы по поводу вот этой травы. Это зубровка. И как такая, значит, как хорошая ученица, я запомнила это из учебников, а мы учились по учебникам Кирилла Поздеева, да, вот, и там было написано, что это именно растение злаковое, это злак, соепет турналовал, и вот когда, значит, в сборнике Монтодам Вайшко, такой маленький-маленький сборник Ашальчуки, там прямо вот в предисловии Аш-класс, там, значит, написано, что и приведены, значит, слова из народной песни. Вот мы поднимаем, значит, сток, и вот это сено из Ашальчи, и оно такое душистое, аромат. Ну, смысл такой, понимаете? И я вот действительно запомнила, что по учебнику я запомнила, что это злак. И для меня никаких вопросов не вызывало, что, вот, например, так, что это может быть другое растение. Ну, давайте еще раз посмотрим. Сейчас я уже забегаю вперед, да. В переводе это зубровка, зубровник. Пожалуйста, в этом словаре в нашем 2008 года и в словаре этимологическом Алатырева. Но еще вот видите, если в татарском это Ашальче зубровник, то в башкирском дубка двулистная сали. Так, теперь пойдем дальше. Принадлежит семейству злаковых, вырастает до 80 сантиметров, часто оно растет как сорняк. И, возможно, вот я никогда в этом не сомневалась, что именно вот эту траву имела в виду Ашальчи Оки, когда выбирала себе псевдоним, да? Вот Кузибай Герд предлагает ей Акулиназор, она отказывается и говорит, что вот у нас есть на лугах зеленая, очень зеленая трава, там растет и Ашальчи. Если нужен псевдоним, пусть будет Ашальчи Оки.
И как-то на конференции я вот как раз читала что-то про Ашальчи, и возникли вопросы. Первый вопрос задал мне Атаманов, он сказал, а Ашальчи сучачеберкыв, очень красивое слово, это наверняка очень красивый цветок. Причем Ашальчи ведь уроженка как раз, они одного района, из одного Граховского района, да? И я тогда так возмутилась. Я говорю, нет, это не цветок, это злак. Вы, наверное, я подумала, что плохо читал хрестоматию, учебник по удмуртской литературе, если не запомнил, что это просто злак. А потом мне стало интересно, вот действительно, и еще один, вот Татьяна Григорьевна, вот ты говоришь, неправильно, это не злак. Вот я была в Алнашском районе, и там мне показали совершенно другой цветок. И я помню, я перерыла все атласы, какие только вот нашла в библиотеке нашего института. Ну, я понимала, что это второе значение, но по учебнику вот у меня бы сложилось такое вот мнение. А сейчас ведь детям это, ну, даже если вот я только по учебнику поняла, что это злаковое растение. Но посмотрите, далее... Ну вот, очень зеленая трава. У меня не было вопросов. Это из Домакаша, да, цитата. Растение содержит какие-то определенные вещества, которые до сих пор используют как ароматизатор, например, в пищевой промышленности. Делают, например, зубровка, вот, водка, да, зубровка. И даже, видимо, используют для маринования рыбы. Вот такая вот трава душистая. Он считается очень зимостойким, растет на песчаной почве. На наш взгляд, неприхотливость, невзрачность растения и легла в основу вот этого псевдонима. Я об этом всегда вот думала, только вот этот вариант. И когда вот на конференции мне задали вот вопрос, что это может быть другое растение. И вот второй вариант. Это тоже значит, можно найти, у Алатырева, да, в его же второе значение как раз вот это вот растение. И алнашцы, они вот как раз, вот мне говорила, как раз в прошлом году была на мероприятии в Алнашском районе, и была в музее Ашальчи-Оки. Мне сказали, что несколько лет здесь росло вот это вот растение. Ну, оно, видимо, выродилось. И ну, сейчас его уже там нет. И вот они на полном серьезе говорят, что Ашальчи вот это растение. Вот она это имела в виду. Но решать вам, да, какое вам растение больше понравится. Но я все-таки склоняюсь к тому хрестоматийному примеру, что это злак. Дикий злак. Так вот, Ашальчи обозначает ятрышник, да, журнал, посмотрите. И дальше мы переходим уже к прецедентности, феномену прецедентности, да? Вот этот псевдоним, который взяла себе наша поэтесса, да, он уже стал жить своей жизнью, совершенно самостоятельно. Он обрастал своими текстами, своими представлениями. И вот алнашцев вы никак не переубедите, что это то растение злаковое, да, а вот именно вот это. Оно действительно очень красивое. Именно вот это растение, про это растение рассказывала Татьяна Григорьевна, что вот это вот Ашальчи. Посмотрите, дальше это название, фитоним, стал жить своей жизнью. Посмотрите, у нас несколько лет выпускался журнал Ашальчи, я еще помню. Но его вот переводили уже как ятрышник или нежный цветок на сайте Финно-Угорья. В
Всеудмуртская ассоциация Удмурт-Кенеш ежегодно отмечает отличившихся в различных сферах общественной деятельности женщин национальной премии имени Ашарчу-Аки. В 1994 году была учреждена премия. В Граховском районе на родине поэта и в Алнашском районе существуют свои премии Ашарчу-Аки. Вот посмотрите, Ашарчи, но она уже никак не связана у нас вот с этой травой, да. И интересно вот по поводу вот этого вот растения еще. Здесь у меня как сноски, да, выделены зеленым цветом, что вообще это растение известно у многих народов. И тоже вот как раз у тюркских народов оно использовалось именно для... Считалось, например, в алтайских поверьях, если женщина выпьет сок этого растения, то у нее обязательно родится ребенок, даже не у замужней. Но вот в других, вот еще вот посмотрите специальные, вот я книги смотрела по растениям, вот в языке, да, Коновалова, Колосова, Ипполит, они все пишут о том, что и по экспедиции в Алнашский район мне тоже рассказывали, что вот корень данного растения использовали еще и для такой вот, для такой функции, для этого, да, и все это оно относится растения к орхидейным, к группе растений. И, видимо, очень-очень вот действительно использовалось еще в заговорах, в лечении вот как раз вот этих вот функций, да, детородных функций. Так, следующее растение. Вот посмотрите, одно название, да, но... как оно стало совершенно самостоятельным и как оно изменило свои смыслы. Вырасти вот из одного какого-то растения, да, получило такую, ну, широкую, так скажем, известность и обросло совершенно другими смыслами. Теперь еще один цветок – зангари. Тоже очень продуктивный флороним. Травянистое растение, принадлежит семейству сложноцветных, встречается во всех районах Удмуртии, это хороший медонос. И дальше, ведь это не остановилось на этом, что это просто растение и цветок. В удмуртской лингвокультуре оно тоже обросло новыми смыслами. Ну вот мы говорили, я уже сказала, что все из этих рассматриваемых 3 растений, они все диалектные слова, заимствованные из какого-то тюркского языка. Вот посмотрите, в удмуртском языке можно найти разные названия василька. Широко распространены формы, образованные при помощи компонента лыз, синий, да? Лыз-кутюк, буквально синий кутюк. Лыз-щащка, лыз-чача, лыз-юр. В лексеме чагыр-щащка, голубой цветок, актуализируется голубой цвет. Компонент кутюк считается, что он заимствован из русского языка, как кучка, кутя, кутя, кутенок, собачка. И буквально вот... работая, ну вот, готовясь к этому занятию, я нашла в интернете лыз-кутюк, название танцевально-хорового коллектива Слободского района Кировской области. Он выиграл гран-при. Вот название цветка, да. Но я бы никогда не знала, что лыз-кутюк это васильок, и не займись я этой темой. Другая группа, значит, названий цветка соотносится с ржаным полем. Джек-щащка, джек-чача. Третья группа связана с названием деревни Карагурт-щащка, буквально цветок деревни Карагурт. Личное имя присутствует в фитониме Камай-чача, буквально цветок камая. В диалектах встречаются варианты, связанные с компонентом кина, кина-щащка, цветок кина, кина-чача, буквально. Что такое вот кина? Этимология данного компонента не совсем ясна, является заимствованием из татарского языка, связанным со словом хна, кына. Раньше из отвара василька готовили желтую краску для окрашивания полотна. Вот. В некоторых диалектах удмуртского языка встречается лексема пожар-щащка и бусоир.
туманная голова. Многие названия василька состоят из двух компонентов, как вы уже заметили, да, и разные когнитивные механизмы участвовали при образовании этого флоронима. Каждый раз в название цветка вкладывали то одну, то другую культурную информацию, акцентируя внимание на том или ином качестве этого цветущего растения. А самым распространенным и литературно освоенным стало заимствованное слово «зангари». Это название характерно для периферных южных диалектов, но активно употребляется на территории Удмуртии, потому что это литературное слово и очень красиво действительно звучит. Зенгер значит синий-голубой, в чувашском сенкер. Слово имеет персидское происхождение, ржавчина, окись меди. И вот одну, по-моему, единственную загадку я нашла. Бусы котрын чурагай бурчин. Вот тоже для меня пока это загадка. Почему по краям поля шелк жаворонка? Почему с шелком связано? Тоже для меня пока непонятно. Ну вот теперь посмотрим, как дальше название, вот этот флороним, как он реализовался в удмуртской лингвокультуре. Посмотрите. Швейная фабрика. Да, Зангари. С 1974 года существует ансамбль песни и танца. Посмотрите, вот как это настроено. В Астрахани у Нинского действует свой самодеятельный лыскутюк. Да? Многие поэты используют образ цветка в своих произведениях. В традиционной культуре Зангари сравнивается с глазами девушки. Но вот и марийские исследователи Глухова также отмечают, что упоминание мака василька символизирует друзей или лирического героя песни. Современные блогеры и молодежь для общения в интернете и на страницах республиканской газеты «Удмурт-Дунье» и других изданий берут себе псевдонимы, фитонимы. Например, очень известная блогер Ирина Зангарик. В начале 21 века наметилась тенденция называть детей дохристианскими удмуртскими именами, и девочкам тоже стали давать имя Зангари. Ну, сейчас эта мода уже прошла. Вот девочка у нас в гимназии училась, и как-то она сама подошла к нам и говорит: меня зовут Зангари. Оказалось, что ее отец из нашей деревни. Вот. Ну вот такие дали ей такое вот имя. Ну и перейдем к следующему цветку, который очень такой многозначный. Сами понимаете, что это вообще уже символ Удмуртии, да, негласный символ Удмуртии. Изначально это тоже южнодиалектный вариант названия. Латинское название купальница европейская, троллиус. Цветок относится к роду многолетних травянистых растений семейства лютиковые ранункулуста и имеет обширный ареал распространения. И локус произрастания тоже указывает на родниковый край. Да, еще один символ. Желтые чашелистики образуют цветок оригинальной шаровидной формы, а аромат цветка напоминает чем-то запах цитрусовых плодов. Не замечали? Вот понюхайте, вот сейчас скоро расцветут, у них очень приятный аромат. В русском языке существует около 20 наименований. Посмотрите, как много, да? И воловий глаз, и северушки, полденышки, балаболки, сибирская роза. И я думала, что вот, у нас вот такая красивая легенда, которая стала литературной благодаря Михаилу Петрову, да. Сейчас, подождите, потом отвлекаюсь. Ну вот еще интересно, что ведь он мог стать геральдическим символом Удмуртской республики, да, вот Лобанов, он хотел изобразить этот цветок и на гербе, и на флаге, но там какие-то вот расхождения произошли, все-таки решили остановиться на других символах, о тех мы уже тоже с вами некоторых уже говорили, да. Так, вот посмотрите, по далю, очень интересно тоже, по далю бутоны раскрываются на Аграфену купальницу, начало купания. По народному поверью, будто бы смывала усталость на все лето.
Вот это если вот смотреть уже под, например, в русской культуре, да, и считают, что этот цветок отгоняет нечистую силу и обладает огромной мощью, поэтому звался еще царь травой. Прогоняет нечистую силу, как громовые стрелы небесные гонят бесов преисподнюю. А тут вот нужно отметить, наверное, это у меня ниже, что в северных районах Удмуртии вот этот цветок и талмас называли гудри-шашка, то есть или инмар-шашка, да, вот, то есть как раз связано вот с громом, грозой. Вот. И опять же мы видим, возможно, это влияние коми-культуры, там горадзуль, тоже гром-цветок. Или это вот пришло тоже из русской культуры. Мы не знаем. Мы говорим о том, что вот постоянно очень много культур начинает напластываться друг на друга и сочетаться. И потом что вот происходит? Интересно такие вот вещи. Так. Ну и, конечно же, название цветов, там такая путаница действительно, что вот посмотрите, тоже Ипполитова пишет, что в русском языке купальница, калужница, купава, купальница европейская. Названия постоянно путаются. То, что вот уже сохраняется в словарях, да, фиксируется, мы уже с вами привыкаем вот к этим названиям. А в народной культуре очень часто идет вот большая-большая путаница. Единственное нашла загадку единственную, вождь рост на пятаке, полон лук детских шапочек. Да? И сейчас, когда мы с вами посмотрим название, вот посмотрите, такья-шашка, чалма-шашка, вот исследователи нашли 5 лексем и 17 диалектных вариантов, которые обозначают купальницу европейскую в удмуртском языке. Ну, многие из них образованы при помощи компонента шашка. Ну вот чалма, шашка, да, опять вот как шапочка. Так, гудри, шашка, цветок грома. Дальше считается, когда расцветает и талмас, начинаются очень сильные грозы. Дальше считается, что во время еще вот кико-кукы, буквально кукушка, кукушечи, считается, что когда начинает цвести и талмас, начинает куковать кукушка. Чушашка – одно из самых распространенных названий. Тетешашка – красивый цветок, Балтасинский удмурты Башкортостана такое название используют. Еще одна номинация – лудмак, буквально дикий мак. Ну вот мне один из респондентов рассказывал, что они в детстве ели вот эти семена. Да. В словаре Борисова есть и другие названия – купанча, тыпанча, питанча. Но вы понимаете, что, опять же, купанча, тыпанча – это могут быть не только купальница, трава, да, это могут быть и другие цветы, например, и лютик, купанча тоже называется, да, и еще калужница. То есть вот эти все желтые цветы, они, да, объединяются, поэтому очень сложно вот следить за их свойствами. Так, вот посмотрите дальше. Ну вот я уже говорю, да, гудри-шашка, да, или вот горадзуль, это у коми-зырян. В коми-пермяцком горадзуль, вот посмотрите, вот у нас ведь уже не сохранилось, почему так вот называется, да, гудри-шашка. А вот здесь, благодаря коми-ученому, вот я узнала, что и могу восстановить, да, почему так называется. Для них, вот посмотрите, так, гора, гром, дзуль, цветок. Мотивационной базой послужило народное поверье, что если сорвать цветы, может поразить молния. Он считает, что данное слово ранее могло служить общим наименованием лютиков, а впоследствии в большинстве диалектов удмуртского языка купальницу стали именовать татарским, старотатарским заимствованием и талмас, а калужницу гудри-шашка, а лютик уже русским купанча. Так... Дальше. С точки зрения удмуртского языка сложно определить значение лексемы и талмас, но все-таки считается, что... Так. Вот. Приводит этим, значит, ит – собака, алмаз не возьмет.
То есть, как бы это не настоящий алмаз, вот красивый, но вот в татарском языке, если из старо-татарского вот перевести, разложить на морфемы, да, то вот получится вот так. Следует также отметить, что компонент собачий в удмуртской культуре имеет мифологизированную коннотацию, да, но это, об этом мы знаем. Теперь, тут у меня чуть-чуть запутанно, извините. Так. Когда говорят собачий, а вот собачий очень часто используется, или, например, вот волчьи ягоды, там, собачьи, там, вороньи, мышиные, змеиные, вот эти вот компоненты, вы понимаете, что эти зоонимы в составе фитонимов, как правило, указывают на ложность, ненастоящее содержание предмета, фальшивость. И в данном случае можно предположить, что цветок купальцы красив как алмаз, но не настоящий, да? И такие этимологии существовали у всех народов. Вот с обозначением вот этих вот компонентов, когда идет в названии вот этот компонент. Ну вот Атаманов, например, считает, что мужское имя Италмаз и всем известный женский вариант имеют совершенно иное происхождение, но не объясняет, откуда произошло женское. И вот поэма «Италмаз» была написана впервые в 1946 году, когда уже Михаил Петров вернулся с войны, да, и вот вспомнил, как он пишет своему товарищу, что вот я вспомнил легенду наших краев об Италмасе, и еще незабудку Лермонтова в то же время прочитал. И вот у него родилось вот такое вот шедевральное произведение. Но, оказывается, еще вот я до этого не знала, но случайно тоже в Удмурт-Дуне мне попалась заметка, статья Мини Гараевой о удмуртском фильме «Соперницы». Вот, я как-то никогда не обращала внимания, но, оказывается, уже до 1946 года оно встречалось в других произведениях. Посмотрите. Вот этот вот художественный фильм «Соперницы», 27-й год. Там одну из героинь звали Италмаз. Она дочь богатого купца. Так, а фильм снимался в деревне Улын-Юри Малопургинского района. Так, в романе Коновалова Гаян, 1936 год, любимую девушку главного героя также звали Италмаз. То есть оно уже вот встречается. Так, ну этому нам не надо уже, эту собаку. Так, посмотрите. Мы говорили, что Италмаз – это старотатарское, да? На самом деле в татарском языке для обозначения купальницы европейской на данный момент, ну вот так мне сказали, что используется вот это слово «алтынтуй чечеге» – золотой свадебный цветок. Скорее всего, здесь тоже вот связано что-то со свадьбами, да, вот, потому что оно уже даже в названии вот этого цветка указывается. Также в татарском встречается еще один фитоним сыречечек, желтый цветок. Акцент делается на желтый цвет. В башкирском языке распространен вариант алтынбаш, золотая голова. В марийском желтая голова. Так. Ой. Так, это я уже... Алтын по-русски это... Золото получается, да. Да. Ну вот, и теперь вот эта вот история про любовь девушки и молодого человека, да. Оказывается, подобные легенды были и у других народов. И вот я говорила, что в основном это у тюркских народов, когда девушка там, или молодой человек превращается в какое-то растение. И вот посмотрите, у эвенков, пожалуйста, вот был тунгусский владыка Биракчен, да, и вот ему там рассказали, что есть такой цветок, вот роза без шипов, вот. И он просто очень захотел иметь вот этот цветок. И видите, он начал даже класть поклоны Богу, да, духу, тунгусскому духу, чтобы вот иметь этот цветок. А вот еще одна легенда. В Сибири их называют жарки.
Считается, что как расплавленное золото течет оно в низинах, по сырым местам, где долго держатся талые воды. И существует предание, что желтая их россыпь – это проросшие золотые монеты жадного купца, разбросанные в отчаянии его дочерью, когда отец отказался выдать ее замуж за бедного пастуха. Видите, как очень-очень напоминает наш литературный вариант Михаила Петрова, да? Очень похоже. Но вот я не знала вот об этих вещах и была приятно удивлена. Но видите, что это опять же тюркские легенды, да? Вот это как будто вот все передает. И вспомните, что сам ведь Михаил Петров, он тоже был рожден в такой вот многонациональной деревне. Помните, да, там окружали его и татары, и русские, и марийцы, и они уже с детства владели несколькими языками. И где-то, когда-то он вот услышал эту легенду. И вот этот вот, а еще... Вот, вот как-то вот так тоже я подумала, что вот интересно же, еще этот сюжет встречается в русской литературе. В сказке «Снегурочка» Островского, помните, там была Купава, но характер этой девушки совершенно другой. Посмотрите, вспомните, Купава, да, это... В сказке, пьесе Островского персонаж сильно отличается от удмуртской героини своим сильным характером, поведением. И если удмуртская сводит концы с жизнью, то русская доказывает свою правоту и требует наказания обидчика Мизгиря. Помните? Вот никогда не думала об этом, но когда вот прочитала вот те легенды, вдруг вспомнила, что вот действительно там же Купава. Но Купава, но опять же я говорю, что здесь должно тоже быть осторожно, но какой цветок имеется в виду, да, какое слово, какой цветок заложен в этом имени. Да, или тот же вот, та же купальница, или это калужница, или лютик, вот очень сложно, да, но вот примерно вот такой вот образ существует. И вот эта вот лексема и тама стала наиболее продуктивным удмуртским словом-символом. Посмотрите, сколько объектов культуры на территории республики названы этим словом. Так. В 1962 году был поставлен балет Карепанова-Камского «Италмас». Да, многочисленные постановки спектакля. В 1968 году был организован ансамбль. На протяжении 2007-2014 годов выходил литературно-художественно-публицистический журнал «Италмас». И вот тоже случайно в интернете я нашла инклюзивный театр, поставил спектакль «Сказ про Италмас». Вот буквально вот, месяц назад, может, даже меньше. Да, посмотрите дальше, да, поселок Италмас, школа-лицей, там же имеется дом-музей Кулаковой. На прилавках в магазинах у нас есть моющее средство, есть бальзам-легенда, где изображен этот цветок, да. Торгово-развлекательный центр был, который стал у нас теперь научно-исследовательским центром, да, и даже уже дрон с названием «Италмас» уже выпустили, да. И сорт озимой пшеницы «Италмас». Вот посмотрите, сколько, но это еще не все. Сейчас еще посмотрите. Италмас действительно стал неким флористическим кодом, да. Там еще жилищный комплекс Италмас есть, который очень красиво в желто-зеленых таких тонах выполнен. Посмотрите, вот это вот локальное слово, да, выросло до символа в Удмуртии. Оно встречается и в интеллектуальных и культурных формах. Поэма, балет, ансамбль, художественный фильм, спектакль, журнал, рекламные баннеры, буклеты, наименования городских объектов,
Посмотрите, даже вот спецавтохозяйство разместило слоган чисто по-удмуртски. Помните, недавно вот они еще ездили по улицам Ижевска с изображением цветов на своих автомобилях. На пищевых и бытовых продуктах, в названии оружия и так далее. Вот каждый день культурное пространство, в котором применяется, используется название или изображение цветка, только расширяется. Оно уже стало неотъемлемой частью городского ландшафта и прецедентным фитонимом в удмуртской лингвокультуре. Вот так вот слова начинают, вот обычные фитонимы начинают жить своей жизнью, да, и они становятся прецедентными текстами. Но что за ними стоит, знаем мы с вами, жители Удмуртии. Так, вот посмотрите, он стал популярен в репертуаре многих певцов. Помните, у Уткиной в одно время была очень популярная песня «Лемлет и Талмас», «Розовый Талмас», «Моя розовая мечта». Лирический герой известного исполнителя Николая Анисимова, тоже вот любимую девушку с цветком и Талмас. А вот еще в фольклоре поезжане, да, то есть это гости со стороны жениха, находят дорогу к дому невесты по свечению или сиянию бутонов прекрасного растения. Нюрвылты потимы, талма щащка югытья. Вот через болото топкое место вышли благодаря свету купальницы. Вы представляете, столько значений у Италмаса. Но это все вот о прецедентных фитонимах. Ну вот мне показалось, что вот действительно вот эти вот названия, они действительно получили очень широкое распространение в удмуртской культуре, так ведь? И стали жить совершенно вот своей самостоятельной жизнью. А теперь, просто переходя к названиям, другим уже растениям, вот пушнер. Там, значит, почему заловка жгучая крапива? Было такое еще название. Вот посмотрите, одно из самых известных растений, растет везде, да? Оно является кладезем витаминов весной. Мы, как только появляется крапива, стараемся сварить себе щи, да, из крапивы. И это и сорняк такой. И совсем в недавнем прошлом наши предки делали пряжу, да, из крапивы. Ну вот вспомните даже сказку Андерсена. Крапива широко известна как лекарственное растение. Веник крапивный используют при радикулите, да. А выделяли два вида крапивы на территории Удмуртии. Значит, вот та высокая, которая это крапива двудомная, до 1,5 метра достигает. И есть вот такая невысокая крапива, которая называется бигер-пушнер или дюч-пушнер. Вот почему-то считается, что она какая-то вот как будто чужая, да, и по-разному в названиях это закреплено. Так, ну вот, меня тоже вот, это как сноска зеленая, да, меня тоже вот удивило, когда я собирала материал, вот посмотрите, крапива входила в список магических растений новохалдейских магов, считалась травой храбрости, а в старину накануне Дня Ивана Купалы, 24 июня, это ведь еще какой у нас день, солнцестояние летнее. Крапиву рвали и раскладывали на окнах. Якобы от ведьм леших ставили молоко под 3 раза, больше молока коровы дадут. И считалось, что трава предохраняла от страха, носили при себе в ладанке. И в разных травниках и медицинских рукописях отмечается чудодейственная целительная сила крапивы. Этимология крапивы в удмуртском языке выводит от коми печер, крапива. А Тойванен считает, что пуш и нер, да, то есть пушистая палка. Также в диалектах, ну вот другие такие вот варианты можно найти. Ну, опять же, возможно, и народная этимология пошат, пуш-пушины разрастись, пуштыр пушистый, да. Ну, пушистой он уже об этом говорил, что пушистая палка. Пушнер. А в русском языке крапива от крапа, значит брызгать, крап пятнышко. Ожог крапивы вызывает балдырь, да. Посмотрите, с какие... Так, сечь крапивы.
Пушнераны. Вот какие слова появились. Пушнерашкны. Отглагольное существительное. Пушнеран, пушнерашкон. Причастие. Так. Пульсератем. Образование волдырей. Пульсератем. Обычное словоупотребление. Пушнербаштеминты. Вместо заросшей крапивой. Пушнеркуарьос. Пушнереншит. Вот такое вот словоупотребление, да. Слово образование. Посмотрите. Так, при помощи компонента, значит, пушнер образованы названия растений. Пушнер букчин или пушнер вещь, пушнер тук. Так, пушнер турын есть нотка. Ну, она похожа чисто внешне, да. По месту обитания пушнер губи, название гриба. Так, пушнер бубыли, бабочка-крапивница, пушнер джольгыри, диалектное название болезни, пушнер булык и название одного из видов крапивы с мелкими листьями. Да, вот пушнер булык, там не только название, значит, болезни, но и еще другое название крапивы. Так. Конечно же, она выделяется своей способностью жалить и легла в основу таких сравнений. Является символом зла, злости, а также горя. Встречаются следующие примеры. Пушнеркать, как крапива. Блек пушнер, злая крапива. Вож пушнеркать, как зеленая крапива сердит. Да? Пушнерашкемкать, как ужаленной крапивой. Пушнереншукемкать блуну, жалится словно крапивой. В русской культуре можно найти аналогичные примеры. Да? Вот. Дальше. И народная традиция сравнивает крапиву с представителями женского пола. Мачехой, свекровью, невесткой или заловкой. Вот, пожалуйста, вот такие вот выражения. Это вот удмуртские выражения. И совершенно четко замечено, что неродные люди злее жгучей крапивы. В русском языке, посмотрите, образ заловки, особенно незамужней, крайне отрицателен. Дальше. Когда человек злится, то удмурты говорят: наступил на крапиву, пушнер вылалегишки нашатти. Поэтому советуют быть осторожным со злыми людьми. Пушнерес голик кинен куты. Буквально не хватайся голыми руками за крапиву. Ой, сейчас, подождите. И подчеркиваю, что хотя крапива и является травой, но голыми руками ее не возьмешь. Дальше. Пушнер сутеки, но шидын паже. Так и о человеке можно сказать: злись, не злись, но жить дальше нужно, и даже злость, злоба проходит, забывается. И вот народ подметил то, что крапива любит расти на заброшенных открытых местах. Да? Гудуре пушнер поте, гучине потем пушнер. Так могут сказать о злом сердитом человеке. В фольклорных текстах о молодом, сочном, как трава, теле человека. Тоже, как видим, здесь возможны совершенно разные интерпретации. В чрезвычайных ситуациях даже жгучесть крапивы оказывается неважной, неактуальной. Нюкеущий щадями пушнер бурды на кормишке. О том, что в любом коллективе могут оказаться разные люди, выражено в поговорке «Щащкаус пылынно пушнер буде». И ей соответствует русское «крапивье семя». Да? Так, крапива как орудие наказания в народной педагогике. Умой жащезды милимоджук, аштем зе пушнерен жук. Умой жашли милимоджук, аштем зе пушнерен. Умой аштем лы пушнер. Ну вот, то же самое вариант просто. Посмотрите, загадки в удмуртском языке какие встречаются. Лек кышно, опять же, сердитая женщина кусается. Да? Чеберапай вождищен, слабурдазет кишкотки, щинбу эспотте. Ожог сопоставляется с огнем. Тылного, пэчного, кьесу, теголик кемкутун, углу массу. Тылызавал суте. Тылызавал, лулызавал, кьесуте. Вот такие загадки про крапиву. Интересно, что она может сравниваться с постелью периной.
Видимо, можно соотнести с тем, что заросли сорняка густые, благодаря своим ворсинкам издали, возможно, производят что-то мягкое и пушистое, да? Вот. За хлебом шелковая постель, ложись и отдохни. Твоя постель непригодная, ляжешь, волдыри пойдут. Ну вот здесь вот булыма, да, вот объяснение булымы. Ну вот откормленных животных также называли спащта, как постель, перины широкие. Фитоним крапива в удмуртском языке широко используется как словообразовательный элемент. Мы увидели, да, и для названия растений, птиц, грибов. Ну вот, посмотрите, крапивник, незаконно рожденное дитя в русской традиции. Для создания яркой образности фитоним также употребляется в паремии, в пословицах, поговорках. А метафорически осмысленное сравнение переносится на женские образы. Если в русском языке это заловка, то в удмуртском это невестка, свекровь и мачеха. И акцентируется внимание на коварстве и зле. Следующее растение – это кайбоды, чертополох. Вообще это тоже было… Почему я взяла это растение? Потому что оно вот, кроме того, как оно встречается в других, в таких вот вербальных текстах, да, вот в пословицах, поговорках, в сравнениях, оно еще в художественной литературе заняло свое определенное место. Помните, у Аллы Кузнецовой кайбоды, вот у нее два великолепных стихотворения «Кобла» и кайбоды. Помните? Она сравнивает себя вот с этим растением. Итак, это широко распространенное растение, как вы понимаете. К нему относят 120 видов. Это могут быть и чертополох, лопух, репейник, бодяк, татарник, колючник, мордовник, синеголовник и так далее, и так далее. Отличительная черта чертополоха – колючки на листьях и плодах. Вот в русском языке, значит, колюха, колюшки еще, дальше, так. И еще есть адзаонимное название. Волчец, волчок, собачий хвост, собаки. Фитоним чертополох отражает представление о том, что растение может отогнать нечистую силу. И по этой же модели образуем чертогон, чертопугальник, шишабар. А еще интересно, что до сих пор это является символом Шотландии и считается священным растением. До сих пор продаются такие украшения, обереги в виде чертополоха, да, до сих пор используют наши ювелиры и пользуются популярностью. А название лопух, это тоже у нас, просто я смотрю, уже у нас очень много, уже 7 часов, нас не выгонят? Нет? Вот посмотрите, если любопытно, да, вот что лопух обозначает. Некоторые исследователи считают, что колючие растения связаны с демонической силой, и вот они говорят, что вот все колючие растения обозначают границу миров и становятся обязательно защитными, имеют защитные функции от них, да, апотропейными являются, служат средством перехода и прохождения через границу в обоих направлениях. Например, колючки послужили основой номинации в русских диалектах. Фитоним чертополох отражает представление о том, что растение может отогнать нечистую силу. В удмуртском языке название чертополоха кайбоды, это литературное название, буквально переводится как змея-палка или змеиная палка. Но, как вы понимаете, никакого внешнего сходства со змеей она не имеет, да? Змея, наоборот, такое гладкое животное совершенно. А тут вот, ну, видимо, тут уже когнитивная стратегия номинации данного растения связана с прагматическим фактором и использована непрямая номинация растения. Колючесть растения может наносить боль при контакте с ним, по-видимому, ассоциируется со змеей, то есть ее укусом семантически. В других финно-угорских языках вот этот чертополох, вот посмотрите, тоже из-за его колючести может, вот, например, в вертском языке
как шип-трава. Также относятся к оберегам. В Иванов день приносили чертополох и втыкали его за косяки дверей, чтобы никакая зараза не пришла. А есть другие названия, где используется слово «железо», «железо-трава». А в финском языке тоже железо, через железо. Вот у нас крибоды, да, а вот там вот железо. Буквально железная крапива указывает на жгучесть. Железный веник, подорожник, вот тоже лист раны от железа, да, когда прикладывают к ране, чтобы кровотечение остановить. Железо в народной традиции является универсальным апотропеем, и можно предположить, что функциональное сходство между чертополохом и железом по признаку оберег обусловило появление таких вот названий. Так удмурты приписывали вот эти оберегающие магические свойства таким растениям, как рябина, можжевельник, татарник, крибоды, да, чесноку, луку, чертополоху, яны, полыни, вошпот, шиповнику. Шиповник тоже имеет вот эти вот колючки, да, щавелю и так далее. Эти растения подкладывают в колыбель ребенка. Беременные женщины и дети носили с собой определенные вот ветки растений, ограждали жилые помещения от нечистой силы. И до сих пор используем же ветки можжевельника, тоже вот эти вот колючие ветки, да, перед Пасхой, да, со среды в четверг. Растительный амулет, согласно народным верованиям, надежная защита от нечистой силы колдунов и всякой напасти и вражды. А в русской традиции, вот посмотрите, тоже вот на Ивана Купала, обычно вот очень часто вот, да, на Ивана Купала все это использовалось. И даже обвивали избы, амбары хлева, во дворах жгли костры, которых кидали колючки, чтобы отогнать нечисть. По осени закладывали головки репейника между окон, в щели, в норки мышей, чтобы никакое зло не проникло в дом. А раньше путники запасались дорогу вощанками, тканью, пропитанной воском, в которых был сварен чертополох. И для этого предварительно кладется на 7 дней и ночей под подушку, а на 8-ю ночь святок приносят его к старушке-переходнице, и она варит его с особенными обрядами, а потом зашивается в ланунку. Вот Афанасьев день, 31 января, на Руси считался очень непростым, и предки верили, что во время святочных гуляний вот может все это такое вот произойти, поэтому защищали себя как только могли. Вот, посмотрите еще то, что... Так, от сглаза использовали. Вот в Казанской губернии чертополоху приписывали способность выгонять чертей. В сказке женщина избавляется от посещения огненного змея, окропив избу настоем дедовника. Ну, это тот чертополох. В другой сказке от черта можно спастись, бросая в него цепкие шишки этого растения. Существовал обычай ставить сноп колючего растения у ворот или дверей избы, хлева и так далее. Вот посмотрите, совершенно ведь рядышком, да, Казанский уезд, да, Домового, например. Вот посмотрите, у белорусов какие интересные. Такие ангельские, а когти дьявольские. Высок репей, да черт ему рад. В народной медицине используют чертополох от колик. Ну, расторопша, вот это вот медицинская, да, часть, ну, медицинское растение, которое используется. Богородица. Считается, что Богородица использовала это растение, чтобы голова снова приросла. Святого Иоанна, да, другой принцип, этимологическая магия. То есть вот очень во многих случаях в разных культурах использовали вот этот чертополох как обережные растения. Ой, даже вот от нервных заболеваний, видите, вот очень много. Ветеринарии используют, магии симпатической, даже вот, чтобы приворожить, значит, сваты бросали репейник на парня, да, чтобы девушка к нему прилепилась. Ну, опять же, Иванов день и так далее, и так далее.
очень много вот таких вот вещей я нашла. И вот у Чуваши, оказывается, тоже втыкали вот это растение. О, вот. А в диалектах удмуртского языка еще встречаются две лексемы. Леконь, это северная, да, и шайтан Будды. Леконь, значит, злой, сердитый, а второе слово шайтан Будды, буквально палка шайтана. И вот я нашла такое название растения шайтан таяк, чертополох, буквально палка шайтана. И отсюда мы видим, что это просто калька с башкирского языка. Да? Скорее всего, это слово использовалось как раз у периферийных удмуртов, которые проживают в Башкортостане. В русском языке вот чертополох, значит, полохать, пугать, переполохаться. Тем не менее, в удмуртском литературном языке закрепилось название чертополоха, связанное с образом змеи. Ну вот с помощью вот этого компонента еще образовано несколько слов, вот название гриба, мох и даже куйкуар, мать-и-мачеха. Другая группа предполагает некое внешнее сходство с головой змей. Вот кыйыр, змееголовник, да, глазом змеи, кыщи, нанютины глазки, иван-чай даже называется, кыщин щащка, буквально цветок змеиный глаз. Два последних обозначают растение медвежье ухо, а также кыйкыл, гусиный лук. Одно из диалектных названий колодца – кыйву, буквально змеиная вода, кыйгу, змеиная яма. И название фурункула кыщин, буквально змеиный глаз. Вот с таким компонентом. Вот посмотрите, паремия какая, да, вот пословицы-поговорки, которые встречаются, вот, и сравнения, вот, кыйбоды чертополох говорят о коварном, подлом человеке. Пословицы, кыйбодес горик кинкутны, кыйбод, так, уткуты, горик кинуткуты, кыйбоду ноулогин тиез угьяраты, кыйбоды кижитек на поте. Актуализируется колючесть растения, кыйбоды налегиш пуэшьёс, кыйбоды лен венес бышкан понна, и особенная функция, форма ругательства проклятия, щинмат пилят, щет кочиш, ты выркужат кыйбоды. Вот, в проклятии. Загадки. Лучшорын чок-чок адямисылы сомалуос. Лучшорын чок-чок адямисылы нокинно ецкыну угдышты. Вот посмотрите, да? То есть вот эта загадка загадывалась. Это, просто запомните. Сыле чаштыртей чинёсе шаперья. Лучшорын вош солдат сыле. Как утрын драгон бирды. Стихотворение Кыйбоды Аллы Кузнецовой, именно этот образ, да, вот этот вот, и нашел свое развитие. И вот посмотрите, заговор существует вот на польских, случайно обнаружила. Бусыш Кыйбодес голики нит кутыса юрчукин мертемед луиске соку пунилы мед пырос. Вот. Проглотить его сможешь, вот это растение? Конечно же, это очень сложно, да? Вот такое вот сильное растение. Но все, что... А вот еще нашла образ чертополоха в фольклорной песне. «Щущ-мунёк адямщике, кыйбоды кать-барине». Вот для меня тоже пока это очень интересно. Почему мой ямщик как восковая кукла, а барин мой как чертополох. Вот, да? Вероятно, вот как раз символика зла может быть там. Ну вот, в удмуртской поэзии, значит, у Аллы Кузнецовой, она отождествляет себя цветком чертополоха и подчеркивает свою неприкасаемость и статус изгоя. Вот, посмотрите этот текст. Кыйбодылеш шайтан на паланске, пудосо еукши. Огмына сошашка кептет ёслы, нож кыйбоды такем шушсе, тодылыте творцке пойме, мало кулете сонокинлы, чужле шашкасыз гинесолен мазмо, шат кыйбоды кадьмон потышкемтыны, малу дыштышкы вазаматыктыны. Вот тоже очень интересно, там такой вот образ. Ну вот мы видели, да, вот это в загадке
как раз вот это вот сравнение существует. Но вот еще кроме нее есть он у Захарова, вот я встретила, и у Вячеслава Ар-Серги. Тоже есть эти стихи. Вот посмотрите, вот чертополох становится символом запустения в стихотворении Захарова. И здесь он сопоставим с образом крапивы, да, тоже по колючкам и шипам. Дальше у Ар-Серги, посмотрите, а у некрашенных ворот все заросло крапивой жуткой, чертополох вовсю цветет. Вот. Как и крапива любит заброшенные места. И последняя подтема – ягодные метафоры. В любой культуре можно найти пословицы, поговорки, загадки, сравнения, в которых присутствуют ягодные метафоры. В удмуртском языке для обозначения понятия ягода, значит, передается через лексему узы-боры. Вот собирательная земляника, клубника или клубяна, да, лучше, наверное, сказать. В нашей культуре чаще всего относим к данной группе землянику, клубнику, клубяну, костянику и малину. В финно-угорских языках тоже вот есть, посмотрите, какие интересные пословицы, поговорки, да, новинка мой живот, болезнь, ват. Так говорят, когда начинают есть свежие овощи, фрукты, ягоды в венгерском. Кто все рощи обойдет, ягоды попробует. С господами по ягоды не ходят. Скорее кратыш достанет ягоду с земли, чем высокую звезду. У всякой ягоды свой вкус и так далее. Первая ягода – это у нас земляника. Травянистое растение, как правило, растет на косогорах, на лесных опушках. Ценится ароматный чай, варенье. А в русском языке этимология слова «прозрачная», она связана с корнем «земля», земляная ягода, да, земляника. А возможно, это название растения получило по ягодам, которые растут близко к земле. А в удмуртском языке узы земляника, коми ос земляника, общепремская ози, да, то же самое земляника. Но как бы особого объяснения тоже не дано. Во многих европейских языках название ягоды также связаны с землей. Например, поземка, да, поземка, земляная ягода. Видите, как интересное наименование. При первой пробе пищи растительного происхождения удмурты произносили слово оберег «замлагач». На удмуртских говорах так еще выявлено название колокольчика узыщенщачка. Ну вот, видимо, так употребляли вместе с земляникой. И, возможно, произносили вот это слово оберег «замлагач». А спустя некоторое время растение получило такое название. Замлагач татарское, заговор, который произносят при первом употреблении съедобных трав весной. Выражение в удмуртском языке упростилось до «занлагач», а затем приобрело форму «занла» или «замла». Вот. Так, в пословицах и поговорках встречается «Чернилеску узук поты», а в финно-угорских паремиях, собранных в книге Китикова, можно найти, где земляника, там и змеи. Родина земляника спелая, а чужбина ягоды можжевельника. Землянику можно со цветения отличить. Из-за красивой землянички земле не раз поклонишься, а в густой чащобе земляника не растет. Ради земляники земле поклонишься. Не всякая красная ягода земляника. Примета. Земляника красна, не сей овса. Загадки, которые вот в удмуртском языке, да. Посмотрите, Печи Кузьма, да, красную шапочку дарит. Лут черн горд вещь, горд чужит зыныс ческыт лапек будему землы мате. Гордир вожму гор, чыш горд даремен вож ксад дысле. Ну и в русском языке вот тоже растет траве-аленка. В загадках антропоним участвует в кодировании предметов, да, воплощающих класс предметов действительности. Дальше. Ой, сейчас, подождите. Вот посмотрите, интересно, тоже такой любопытный пример. В молитве Куришконе
когда просят, чтобы был хороший урожай хлеба, говорят, чтобы эта посеянная рожь пусть вызреет, как зреют твои ягоды, земляника, клубяна, если бы ты также дал вызреть сладкому нашему хлебу. Ну, естественно, здесь нужно говорить еще и о... вот, посмотрите, собранные ягоды земляники служили угощением во время обряда Шишуан, тоже свадьба мышки. Но это как бы обряд инициации именно для маленьких девочек, да, уже, которые переходят в подростковый возраст. Дальше. Здесь мы не можем обойти, конечно, внимание вот этот Узыборый фильм. Помните, когда он в свое время, несколько лет назад, лет 10, наверное, больше уже прошло, сколько тут, когда вышел этот фильм, конечно, Дарали Лили попыталась в этот фильм вместить не только удмуртские традиции, а вообще общемировые, общекультурные, да, вот все знания об этой ягоде. И все ассоциации, которые она нашла, все в этом фильме существует. Поэтому вот слушаешь, и там каждая фраза настолько... Вот над каждой фразой начинаешь задумываться, откуда эта фраза, это оттуда, это отсюда, да, потому что он как бы такой многосмысловой фильм, да, и ну вот никак его вот нельзя обойти вниманием. И главную героиню зовут Виктория, она звезда местного масштаба, да, и она ввела сюда пословицы, поговорки, легенды, но собрала по крупице все мировые культурные смыслы. Фильм изобилует художественной символикой и так далее. Но вот еще есть одно слово, которое встречается в удмуртском языке, это лексема кзаузы. Да? И я очень удивилась, даже сегодня я нашла ВКонтакте, что, по-моему, в Удмуртдуне статья делится рецептом варенья из кзаузы. Вот. Тоже для меня очень интересно, но, видимо, по внешней форме вот она напоминает ягоды землянички, и поэтому так называется. На фотографии вот это именно это? Да, вот эти вот, да, кзаузы. Даже они уже более крупные, более мелкие такие вот выбирают. Да, вот вверх, они у меня уже, но вот то, что вот я нашла, вот северуху, вот такую фотографию, а вот, да, ВКонтакте очень часто вот именно вот более красные такие, которые вообще вот очень сильно напоминают действительно вот эти вот ягоды, да. Так. Ну, конечно же, мы знаем, что земляника – это большое лакомство для детей, да, все его ждут. Лечебным эффектом обладает. Я уже просто не... И вот красота юной девушки, молодой женщины сразу со спелостью и вкусом ягод. Яркий щек любимой девушки – это земляника, клубника, да, символизирует и сексуальное удовольствие. Ягоды земляники могут выступать символом любимой девушки или символом любимого юноши. Шедевром описания женской красоты в удмуртской литературе является как раз отрывок из поэмы «Италмас». Вот посмотрите. Вот все растительные коды, пожалуйста, представлены в этом отрывке, да? Вож вылещащ калечный чебер собудем, щуньосыз как щадеш сутерьос, кать вылем бамьосыз как чебер чужите шурмос, чупаму мусаеш чеберещим дурас чужите спучамын качкишмам узылен, куараес тулусуй училен кать вылем, сомусон умылен. Вот. Так, дальше. Ну вот в тексте Матвеева, опять же у Аллы Кузнецовой встречается вот это вот сравнение. И у Генриха Перевозчикова есть повесть «Ужзы щашкаян вакыте».
называется, да, вот в таких разных ракурсах отразился этот фитоним в удмуртской лингвокультуре. Следующее, ну мы уже скоро подойдем к концу, боры, клубяна. Многолетние растения, очень требовательны к солнечному свету, еще называлось в русском языке полуницей, потому что они такие полукрасные, да, с одной стороны белые, с другой красные, но тем не менее уже его можно употреблять в пищу. Так, ну вот здесь просто такая справка. Так, этимология удмуртского боры относят, значит, к общепермскому пер, ягода, отсад к аналогичным словам в индоевропейских языках. Поэтому наш боры тот же самый бир в немецком, да, языке. Хотя ягода очень вкусная, ароматная, в языке мало производных слов. Вот борыё, боры-пут, борыян, борыяны и все. И одна пословица «Вумте борыес угышкалто». Загадка. Буреш бамын будекин гинелыкте ваймыс ебрте. Высоко ценится клубничное варенье. Обе ягоды, клубника и земляника, мелкие, нужно много терпения, чтобы собрать на лакомство. Редко используется прием художественного параллелизма. Ну вот посмотрите. Узымеда, борымеда, кудзымеда, ческудгес, анаймеда, атаймеда, кудзы шудовордыло. Да? Очень известная такая песня. Узы борой кварулын, выдысающий ваньмеда, узы боры мертомы, чурен-чурен апие. Вот такие вот строчки из песен. В художественных произведениях вот нашла так, ну, совсем немного, да, Борен леоно гордещ сутеренно лемен щечедеш ветломба. Так, в удмуртской вышивке используется узор борыкуар, клубничный лист. Ну, как правило, на полотенцах. Так, и вот такое еще одно растение, костяника. Тоже хороший медонос. По вкусу считается, что напоминают гранат. Встречается в хвойно-смешанных лесах. Я думаю, что когда ходите за грибами, встречаете эти ягоды. Этимология. Общепермская намер. Если для современной молодежи это совсем неизвестная ягода, то еще лет 50-100 назад ягода была известна всем. И опять же вот эти вот сравнения, румяные щеки губ сравнивались с костяникой. Горднамер катьбам юсыд. Щеки твои красные, словно ягоды красной костяники. Горднамер кать, как красная костяника. Вот. И в песне. Горднамер кадик гордбам юсы. Явал брос калтак табере чушку, аркать чужак тыса. Слова в известной песне «Лымытайди» со временем были заменены на «яблок», а раньше было «намер». «Намер гордно», «намер гордно». Вот. Дальше. Ой, да намер анымоном, давайте пойдем к красную костянику. Утыр быгылям бам юсас горднамер джускиос шокышьяны эдьялям. Вот такой интересный вот пример нашелся. А в 13 году в Удмуртском национальном театре была поставлена притча в двух действиях Григорьева «Намер». Вот видите, тоже небольшая вроде бы ягода, а вот столько в культуре оно оставило место. Ну и эмеш. Эмеш – малина. Этимология, так, эмеш тоже в пермском языке, общепермское слово. Была распространена по всей территории проживания финно-угорских народов. Поэтому пословицы поговорки с данным компонентом есть у мордвы, у мари. А еще удмурты говорят, что эмеш волин гондырна сурмдже, да, малинники и медведь голову теряют.
имеется в виду переносное значение. Но то же самое и в русском языке, сравните, вот Макиенко, да, как малинники. Дальше. Загадки. Так, я из горді вистаді, печіпетька горд і живу залоз, грез горд заребестади, горд пирогн тадиир. По мнению Татьяны Григорьевны Владыкиной, последние две загадки имеют сексуально-эротический подтекст. Малина использовалась как лакомство, а в быту и в песнях приобрело чаепитие, большую популярность приобрело чаепитие с малиной и с малиновым вареньем, что отразилось тоже в народных в песнях, да. «Эмежень чай юный». Помните, Карепанов Камский вот в одной из своих песен как раз вот пел об этом. Так, Удмуртский край не только родниковый, но и эмежо полежо. Вот такой эпитет встречается, да, лесной край, богатый ягодами. Лексема послужила и для словообразования новых слов. Например, это название бабочки и птицы. Ну вот, в общем-то, не так много слов, да, которые образуются с компонентом малина. А в сознании удмуртов и русских малина ассоциируется со сладостью и сладкой жизнью. В русских песнях часто сравнивается с горькой ягодой калины, которая символизирует трудную, тяжелую жизнь. А цвет плодов малины дал название оттенку густого красного цвета. Со спелой малиной также сравниваются губы. Вот посмотрите. Эмежим дугьосыгина на сусупуму лилыберытышко. Это из Лидии Нянькиной. Сравните губы у кого-то как малина, а балых, сочных и свежих девичьих губах. Как малинка в саду, а красивой, цветущей и живой девушке. Это в русском языке. И последняя ягода, щетсутер, потому что ну никак уже без нее. Файл не закрывайте. А? Ну, закончите файл, не закрывайте, у меня там вопросик. Хорошо. Щетсутер, как правило, сравниваются глаза девушки, да? Так, тоже общепермское слово. Словообразовательный потенциал невелик. Ну вот название, значит, места, где собирают смородину, и смородинник. Все. Ну вот еще название птички, славки, смородинки, сутерутищ. Ну вот посмотрите, еще... Так. Оказывается, красная смородина, вот в некоторых, значит, белые и красные, видимо, так, специальной темы команика, красная смородина. Это из словаря Мызникова о финно-угорских заимствованиях в русских диалектах. Вот, посмотрите, красная смородина, оказывается, хотя... Вот я всегда думала, что это совершенно другое растение, куманика, но это, оказывается, красная смородина. И он считает, что это как раз заимствование из финно-угорских языков в русском языке. Загадка. Пичипи вещь вузасасылы. Будурын кетчин. Шурдурын мактабирды. Ну вот я уже говорила, что глаза любимой девушки. И, скорее всего, это... идеал для, значит, встречается идеал красоты в народных песнях для срединных и южных районов проживания удмуртов. Да, здесь тип красоты отличается от северного типа, для которого характерны синие глаза и льняные волосы. А для южных, соответственно, вот черные глаза. Да. Дальше, вот посмотрите в песнях. Щетсутека четчин мы, алино то не кучкена, вож вылым пубишке мы, алино то да мужчина. Узепечанно тод моє вало яге кльоздер, емеж бичанно тод моє казна теле кльоздер. Сутек бичанно тод моє, ще толес вордоне кльоздер.
музеяратон шёсы покчу кулёздыр. Вот в народных песнях. В удмуртском языке встречаются метафоры, сравнения, пословицы, поговорки с компонентами ягод. Да? Ягодные метафоры часто используют при описании девичьей и женской красоты, являются идеалом молодости и здоровья. Все рассмотренные ягоды, кроме черной смородины, в идеале во время спелости имеют красный цвет. Символизирует сексуальную зрелость, любовь, свободу, веселье, праздник, удовольствие. Внешняя красота девушки может быть обозначена через ассоциативные сравнения с ягодами или цветами. Розовые, алые, красные губы, земляника, алые щеки, костяника, глаза, черная смородина. И самые теплые воспоминания, самые нежные чувства также могут передаваться через подобные ягодное сравнение, что было вот в предыдущем слайде в примере из песен. Да? Лексемы стали словообразовательными компонентами в названиях художественных произведений. Также бывает, что фигурируют ягоды, происходит концептуализация данных компонентов и их обрастание культурными смыслами и символами. Ну и как вы, уже последний слайд, как вы поняли, вот этот растительный код, он проникает в разные сферы жизни народа, да, и занимает значительное место. Вегетативный код широко используется в метафорах, сравнениях, пословицах, поговорках, становятся даже негласными символами Удмуртии, как, например, Италмас. Некоторые фитонимы становятся прецедентными именами, как Ашальчи и Зангари и так далее. Растительные образы находят применение в декоративно-прикладном искусстве, например, вышивки. Да? В художественной литературе используют данные образы, которые впоследствии становятся культурными концептами. Спасибо большое.